Кыргызстану впервые присвоен кредитный рейтинг от агентства Moody's и Standard & Poor's. Прогноз по нему стабильный. В качестве причин для выставления этого рейтинга послужили слабая, но быстро растущая экономика, сбалансированный бюджет и низкая стоимость обслуживания государственного долга. Но есть факторы, сдерживающие рост кредитного доверия, в частности, низкий потенциал экономики и изменчивость политической системы. Мы достигли того, что давно хотели. Мы получили кредитный рейтинг, мы открылись миру, финансовый мир узнал о нас. Теперь самая главная задача — это поддерживать этот кредитный рейтинг, именно этот уровень. А вот теперь для этого мы должны приложить очень большие усилия. Кредитный рейтинг – это своего рода показатель экономической надежности государства. По прогнозам экономистов, кредитное доверие поможет правительству, банкам и бизнесу получать инвестиции и кредиты на привлекательных условиях по низким процентным ставкам. В Кыргызстане очень повышенный уровень кредитной нагрузки населения. Банки выдают займы под кабальные проценты от 17 до 35. Внушительная часть жителей страны в долговой яме. То есть, вы понимаете, да, здесь вот как Илья Муромец идет к камешку финансовому, да, и там написано: хочешь, чтобы был дешевый кредит, открой финансовую систему, тогда банки умрут. Да? Направо пойдешь, банки местные частично обанкротятся. Налево пойдешь, кредитная ставка повысится. Да? Прямо пойдешь, как бы финансовая система страны может рухнуть, но простое население будет в шоколаде. Да? Вот. Такие вот выборы стоят. Поэтому это от кредитных рейтингов вообще не зависит. То есть от Moody's, от Standard & Poor's это не зависит. Это внутреннее дело. Впрочем, многие экономисты считают, что кредитный рейтинг не станет панацеей от всех финансовых проблем. В стране по-прежнему остается слабая система госуправления, пренебрегаются законы и процветает коррупция. Есть десятки неблагоприятных примеров, когда иностранных инвесторов отпугивали откровенные вымогательства со стороны госслужащих. Инвесторы здесь очень сильно обременены законодательством по получению места жительства, перевозки семьи, визы для семьи, да, получение разрешения на работу. То есть все эти препоны, они стоят. Они решаются коррупционным путем. Там 5000 брокеру заплатил, и, пожалуйста, работай. Но по государственным, если там не более $100, да, уходит, по государственным тарифам, если все заплатить. И вот получается, что здесь вот все эти моменты, все тонкие моменты, да, правовые в основном, связанные с администрированием, с бюрократией, да, они уже имеют достаточно высокий барьер для ведения бизнеса в Кыргызстане. Правительство сейчас ставит задачу по увеличению роста инвестиций, которые спасут страну от надвигающегося кризиса. Пока аналитики МВФ прогнозируют Кыргызстану очередную инфляцию потребительских цен еще на 10%. Адилет Бектурсунов, «Настоящее время, Кыргызстан».